Здравствуйте, в эфире программы «7 дней». Студия Ильшат Аминов. Я приветствую всех телезрителей канала «Новый век». Смотрите сегодня в нашей программе. Предусматривается возможность до 2 учебных часов в неделю на изучение государственного языка республики. Прояснение позиций татарский государственный и обязательный в школах. Что думают на этот счет эксперты в Москве? И почему русские в Кайбицком районе за татарский язык? Я лично сама очень за самообложение. Когда люди голосуют рублем. Как работает самообложение в городах и селах республики? Ценность того, что Лебяжьи озера в Казани снова появились, она, конечно, гигантская. Лебяжье. Грандиозный проект возрождения озер в Казани. Подробности. Итак, вопрос изучения второго государственного языка в Татарстане прояснился в тот день, когда в Казани проходил форум православной общественности республики. И тут ничего удивительного. Согласитесь, такое возможно только у нас. Все-таки не зря все эти годы в республике уделяли большое внимание вопросам национального согласия, веротерпимости, уважения культуры и языка народов России. Точку зрения федеральных органов власти озвучил на пресс-конференции по окончании православного форума Михаил Бабич, полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. И вот что он сказал. Действительно, очень насущный вопрос, который на самом деле стоит на повестке дня не только в Татарстане, но и во всех национальных республиках. Но в этой связи я должен о чем хотел сказать. Конституцией Российской Федерации, 68 статьей, установлено, что государственным языком Российской Федерации на всей территории страны является русский язык. Одновременно республикам гарантировано право на установление своих государственных языков. Федеральными законами о языках народах Российской Федерации и об образовании в Российской Федерации гарантировано право граждан на изучение родных языков и государственных языков республик в общеобразовательных школах в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. Вот очень важный момент. Важно понимать, что государственный язык и родной язык – это совсем не одно и то же. И, скажем, если государственным языком Республики Татарстан является татарский язык, то родным языком для граждан, которые проживают в Татарстане, может являться и башкирский, и чувашский, и любой другой язык, который гражданин считает для себя родным. К сожалению, в ряде регионов очень произвольно толковались нормы российского законодательства. Зачастую нарушались права граждан как в части возможности изучения русского языка, так и давления на родителей и законных представителей детей по изучению национальных языков на обязательной основе. В этой связи президентом Российской Федерации Владимиром Путиным были даны соответствующие поручения, по которым мы приступили к их реализации. Сегодня в Приволжском федеральном округе поручения главы государства выполнены во всех регионах округа, в том числе и в Республике Татарстан. Во всех республиках изменены учебные планы и доведены до образовательных учреждений. Количество часов русского языка доведено до установленного и рекомендуемого Министерством образования Российской Федерации. И во всех регионах округа организована, где-то уже завершена работа с родительским сообществом по выбору их детьми, ну и, собственно, родителями и законными представителями родного языка. Эта работа будет продолжаться, она идет в каждом образовательном учреждении, имеет свой временной лаг, но, тем не менее, эта работа организована и, соответственно, сегодня ведется. Но при этом необходимо отметить, что действительно вопрос изучения государственных языков республик до конца урегулирован не был. Право его изучать было, а механизма реализации этого права не было. В этой связи, после обращения президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова, данный вопрос был еще раз внимательно изучен. И Минобразование Российской Федерации разработало методические указания по реализации права граждан на изучение государственных языков республик, входящих в состав Российской Федерации. Впервые в учебных планах в части, формируемой участниками образовательных отношений, предусматривается возможность до 2 учебных часов в неделю на изучение государственного языка республики. Соответствующие методические указания, насколько мне известно, Миноборнауки направит в регионы в ближайшие дни. Но такие решения уже в этой части приняты. Тем самым вопрос изучения русского языка
а также родных языков и государственных языков республик, и нормативно, и методологически будут окончательно урегулированы. И тем самым поручение президента Российской Федерации будет выполнено в полном объеме. Далее в практической деятельности органов государственной власти и регионов необходимо довести эти вопросы до фактического исполнения. В этой связи я хотел бы сказать, что принятые решения учитывают все многообразие межнационального устройства России и создают необходимые условия как для полноценного изучения государственного языка Российской Федерации, которым является русский язык, так и для сохранения и развития родных языков народов России. Ну и очень прошу, конечно, общественные организации, политических деятелей перестать в этой связи политизировать данную проблему, наживать какой-то ненужный совсем на этой теме политический капитал, с уважением отнестись к принятым решениям и, наоборот, оказать практическую помощь в их окончательной реализации. В этом коротком выступлении очень много важных для нас акцентов. Давайте внимательно проанализируем. Прозвучала очень важная мысль, которую мы пытались объяснить все это время. Нельзя ставить знак равенства между государственным и родным языком. Слушаем еще раз. Важно понимать, что государственный язык и родной язык – это совсем не одно и то же. И, скажем, если государственным языком Республики Татарстан является татарский язык, то родным языком для граждан, которые проживают в Татарстане, может являться и башкирский, и чувашский, и любой другой язык, который гражданин считает для себя родным. На 1000% согласен с Михаилом Викторовичем. В Российской Конституции четко прописано положение о том, что национальные республики вправе устанавливать государственные языки и создавать условия для их изучения и применения. И в Конституции Татарстана закреплен статус татарского языка как государственного. К сожалению, это не было учтено в федеральных образовательных стандартах и в целом привело к возникновению правовой коллизии. В результате фактически родной язык приравняли к государственному. Это породило массу разночтений, непонимания и просто абсурдной ситуации, когда все благоразумные, цивилизованные родители, желающие, чтобы их дети изучали второй государственный язык, вынуждены были писать в заявлениях родной язык татарский, даже если они русские, чуваши, удмурты или представители других национальностей. Согласитесь, парадокс. Но ведь многие родители отнеслись к этой ситуации с пониманием. Честь вам и хвала, уважаемые родители Татарстана, и низкий поклон за вашу мудрость и конструктивный подход к этой непростой проблеме. Именно такие семьи, представители разных народов, тонко понимающие сложные национальные вопросы, основа мира и согласия в нашей стране и залог ее дальнейшего успешного развития. Когда есть такие истинные патриоты многонациональной России, никакие экстремистские силы, никакие оголтелые горлопаны и националисты всех мастей и цветов не могут расшатать стабильность в нашем общем доме. Большинство татарстанцев понимают, что все проблемы можно и нужно решать через согласие и взаимопонимание. Михаил Бабич в своем выступлении особо подчеркнул мысль о том, что не было механизма реализации прав по изучению государственных языков. Но при этом необходимо отметить, что действительно вопрос изучения государственных языков республик до конца урегулирован не был. Право его изучать было, а механизма реализации этого права не было. Полпред президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в Приволжском федеральном округе в своем выступлении сделал акцент и на том, что федеральные власти очень внимательно и серьезно отнеслись к обращению президента Татарстана Рустама Минниханова. В этой связи, после обращения президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова, данный вопрос был еще раз внимательно изучен. И Минобразование Российской Федерации разработало методические указания по реализации права граждан на изучение государственных языков республик, входящих в состав Российской Федерации. Впервые в учебных планах в части, формируемой участниками образовательных отношений, предусматривается возможность до 2 учебных часов в неделю на изучение государственного языка республики. Соответствующие методические указания, насколько мне известно, Миноборнауки направит в регионы в ближайшие дни. Обращение президента Татарстана Рустама Минниханова было прежде всего направлено на укрепление нашего многонационального государства, развитие и совершенствование федеративных отношений, сохранение национального мира и согласия в Татарстане и России в целом. В своем выступлении полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич сделал очень важный для всех нас вывод.
вопрос изучения русского языка, а также родных языков и государственных языков республик и нормативно, и методологически будут окончательно урегулированы. Принятые решения учитывают все многообразие межнационального устройства России и создают необходимые условия как для полноценного изучения государственного языка Российской Федерации, которым является русский язык, так и для сохранения и развития родных языков народов России. Абсолютная правда, лучше не скажешь. Для нас очень важно, что статус государственного языка республик будет официально закреплен в нормативных документах. Это означает, все школьники имеют законное право изучать второй государственный язык. Соответственно, право и обязанность уважать и соблюдать Конституцию России и Конституцию республик. В нашем случае Республики Татарстан. У меня на сегодня остается единственный вопрос. Неужели теперь найдутся такие граждане, которые по каким-то причинам захотят, чтобы их дети не смогли реализовать свое право на изучение государственных языков? Согласитесь, заявление типа «я не хочу изучать государственный язык» или «моему ребенку не нужен государственный язык» будут выглядеть по меньшей мере странно. Я очень надеюсь, таких недальновидных родителей, ущемляющих права ребенка на изучение государственных языков, у нас не будет. Еще раз подчеркнем, языковой вопрос – это не только проблема Татарстана. Эта тема сегодня активно обсуждается по всей стране. Над этой проблемой задумались многие просвещенные люди России. В этом убедились наши корреспонденты, которые побывали на этой неделе в столице нашей Родины, Москве. Москва встретила пронизывающим ветром и легким морозцем. Зато прием от наших экспертов был, если не теплым, то уж точно заинтересованным. Вопросы изучения государственных и родных языков в национальных республиках – проблема, которая давно переросла масштабы самих национальных республик и вышла на федеральный уровень. Поэтому объяснять суть вопроса в Москве никому не нужно. Другое дело, мы хотели представить зрителю максимально широкую палитру мнений и взглядов. И первая остановка – Академия наук России. А наш собеседник – академик, секретарь отделения историко-филологических наук РАН, а в прошлом министром по делам национальностей России Валерий Тишков. С точки зрения владения населением русским языком, качества владения русским языком, я здесь не вижу каких-то проблем в нашей стране. Академик Тишков приводит несколько ключевых для понимания ситуации цифр. 99,4% нерусского населения в России знает русский язык и разговаривает на нем свободно. Что касается качества владения главным государственным языком, то есть русским в национальных республиках. Мордовия, Чувашия, Башкортостан и другие наглядно показывают, проблемы как таковой нет. Результаты у них выше, чем в среднем по России. Татарстан же по результатам ЕГЭ по русскому языку в 2017-м вообще второй в России после Москвы. По мнению Валерия Тишкова, для каждой национальной республики необходимо искать свой индивидуальный подход в вопросах изучения государственных и родных языков. Для Татарстана официальное двуязычие, уверен академик, это норма. Если действительно реальная двуязычная среда, как в Татарстане, там действительно русский язык, то есть татарский язык для русских нужен. Много смешанных деревень, города, население, примерно распределено равномерно, понимаете. Татарский язык очень важный, мощный язык, он дает ведь возможность изучать тюркские языки. И в нашей жизни это нужно, ведь у нас огромные регионы, Средняя Азия, Турция, и это будет хорошее подспорье, между прочим. И знание 3 языков, кроме русского, татарского, скажем, и английского, для молодого человека абсолютно не в ущерб. Солидарен с таким подходом и Алексей Венедиктов, известный журналист, главный редактор и совладелец оппозиционной радиостанции. В Татарстане государственный язык татарский, а государственный язык Российской Федерации русский, то совершенно очевидно для меня, что на территории Татарстана в образовательном процессе должно присутствовать двуязычие. А вторая история заключается в том, что если есть перекосы, то как раз в диалоге, а не с помощью прокурора и не с помощью начальника внутренних дел, управления внутренних дел такого-то района, нужно эти вопросы решать, делать директоров крайними, директоров школ, которые на самом деле только выполняют Конституцию Татарстана, ее закон, и не противоречат Конституции России. Еще раз повторю, это вопрос консультаций, поэтому надо немедленно заморозить ситуацию,
тем более, что у вас вменяемая прокуратура и вменяемый прокурор, насколько я знаю, но он оказался между, с одной стороны, Министерством образования Российской Федерации, а с другой стороны, между общественностью Татарстана. Да, и надо вывести его из этой ловушки. Ситуацию, когда в спорные вопросы урегулирования образовательных проблем вмешивается прокуратура, другие правоохранительные органы, Венедиктов считает в корне неприемлемой. Нельзя этого делать в середине учебного года. Говорю, как бывший школьный учитель с 20-летним стажем, когда меняется сетка, учителя могут оказаться на улице, эти родители недовольны этим, эти родители недовольны этим. Истории обычные, но здесь нужно очень большое терпение. И, насколько я понимаю, слова президента Путина были восприняты Министерством образования и правоохранительными органами как поручение. Поручение – это бюрократический документ с номером, с датой. Такого поручения, чтобы запретить государственный язык Татарстана, я найти в базе данных не могу. Бизнесмен и политик Владимир Симага, чье детство прошло в Казахстане, имеет свой взгляд на ситуацию. У меня каждую неделю было несколько часов казахского языка. Они были обязательны, потому что я жил в Казахстане. Меня это никогда, я был маленький, меня это никак не тяготило. Я до сих пор знаю несколько фраз на казахском и всегда с удовольствием этим щеголяю. Повторяю еще раз, это очень надуманный вопрос. Очень надуманный вопрос, по моему мнению. И если ты живешь я приезжаю в Португалию, да, и первое, что я делаю, я учу те слова, которые у них самые, популярные. Абригадо. Детство популярного артиста Камиля Ларина прошло в Волгограде. Сейчас он столичный житель, звезда кино и один из основателей знаменитого квартета «И». Но и татарские корни для него вовсе не пустой звук. Поэтому мнение у Камиля Шамилевича по данному вопросу вполне определенное. Я живу в Москве, но тем не менее, допустим, когда я звоню своим родителям, я прошу их разговаривать со мной на татарском. И это правильно. Это идет отсюда, от желания продолжать традиции, чтобы язык жил. Понятно, что немножко диалекты отличаются, потому что я встречался с людьми из Казани, они считают себя такими ортодоксами, правильными, разговаривающими на языке. И когда я со своим, волжским диалектом с ними разговариваю, возникают некоторые вопросы, но тем не менее, я говорю, вы же меня поняли, и все. Совсем недавно молодая команда кинематографистов завершила работу над полнометражным фильмом «Кере», в переводе с татарского «Упертый». Фабула фильма, его основная тема – конфликт поколений, отцов и детей. В главной роли этакого чудака, героя-одиночки, говорящего только по-татарски, ведущий актер Камаловского театра Фанис Зиганшин. По сценарию он оберегает свой старый дом и противится планам властей построить на этом месте метро и торговый центр. Камиль Ларин играет в фильме роль некого московского риэлтора, задача которого переубедить упрямца главного героя. У меня был эпизод, когда я стучусь в калитку, он открывает, я говорю, здравствуйте, меня зовут, он закрывает дверь. Потом я стучусь, я говорю, Исян, миссис, он стоит, молчит. Меня зовут, он закрывает. Я опять стучу, опять открывает, я говорю, Минем, Камиль, я хочу... Он опять... Я говорю, стоп! Мин, сизге. Он стоит, ждет. Мин, сизге. И тут я понимаю, что дальше я не знаю, и закрываю дверь. Калитку. По сюжету у меня был такой московский риэлтор с именем Камиль, который наоборот не разговаривал по-татарски, то есть плохо говорил. Поэтому такой эпизод, я надеюсь, он очень украсит фильм. В результате я начинаю говорить на татарском, а герой, хозяин этого дома, начинает говорить по-русски. Основная идея фильма в том, что культуру и язык можно прививать только через любовь, не через какой-то негатив. И то, что наш фильм, который мы сейчас заканчиваем, попал в тему, грубо говоря, получилось совершенно случайно. Наш фильм на двух языках. На татарском и на русском. И зрителю, который понимает оба языка и знает эти два языка, им будет гораздо интереснее смотреть, чем, например, людям, не знающим татарский язык. Я думаю, мне кажется, что через искусство, через культуру, через интересные традиции нужно делать так, чтобы просыпалось
любовь к изучению языка. Потому что если человек не хочет изучать язык и знать его, он его знать не будет. Ну, до любви надо, чтобы проснулся интерес. Надо сделать язык интересный, чтобы люди хотели его изучать, чтобы люди хотели на нем говорить, чтобы они хотели смотреть фильмы на этом языке, ходить на концерты, смотреть спектакли. То есть самое главное сейчас наша функция сделать татарский язык, в том числе наша функция, сделать татарский язык интересным для зрителя. Мне кажется, эта ситуация надо как-то пережить сейчас просто, да, и не рубить с плеча, никому не рубить с плеча. Вот мудрость политиков в этом-то заключается, что если возникла ситуация, возьми паузу, подожди, это по Станиславскому, возьми и держи паузу до тех пор, пока ты не получишь более выгодную позицию. Сохранять спокойствие, не рубить с плеча. Главные пожелания татарстанцам в этот непростой период от московских экспертов. Я пожелал бы спокойствия, во-первых. Я пожелал бы националистические всякие страсти снижать, никаких митингов не проводить на эту тему, потому что этого и ждут от вас на самом деле, чтобы сейчас начать хватать людей. Я призываю татарскую интеллигенцию не замыкаться в своей национальной среде, а вступать в широкий диалог культурный, исторический, политический с русской интеллигенцией, с представителями других народов России. Борьба за федерализм – это борьба сложная, это не только борьба за татарских интересов, это борьба также за русских, понимаете, за коми, за дагестанские языки, за всех. Мы союз народов, поэтому так и надо себя вести, как часть этого союза. Я верю, что фундаментальный политический и культурный диалог между русскими и татарами является залогом суверенитета и будущего нашей федерации. Тимур Бекмурзин и Хамид Шамсеев. 7 дней. По-моему, стоит прислушаться к словам известного общественного деятеля и публициста Максима Шевченко. Всем нам сейчас нельзя поддаваться на провокации и политизировать эту проблему, уходить в деструктивное русло. Именно этого и добиваются от нас темные силы, которые пытаются использовать языковой вопрос в своих политических интересах, всячески раздувая, как говорил Михаил Лермонтов, чуть затаившийся пожар. В то же время нужна твердая, выдержанная, аргументированная и спокойная позиция. Наша сила в правде и в убедительности наших доводов. Это-то и приводит в ярость отдельных оппонентов, которые из-за отсутствия у них доказательных аргументов срываются на грубость и откровенную ложь. Раньше говорили, бумага все стерпит. Теперь интернет стал удобной площадкой для разного рода провокаторов, анонимных любителей писать гадости и оскорбительное вранье. К сожалению, зло имеет способность отравлять все вокруг, и в результате даже нормальные люди начинают использовать недопустимую лексику. Еще раз добрым словом вспомним форум православной общественности Республики Татарстан. В своем выступлении на форуме митрополит Феофан сказал об этом очень емко и убедительно. И, честно говоря, его слова запали мне в душу. Много разговоров о языке, но я хотел бы вас всех предупредить только об одном. Нам самого главного надо избежать – языка ненависти. Вот это главное сейчас. У нас никогда не должны проблемы какие-то, или же, может быть, где-то что-то уводить от самого главного, самого дорогого, что есть у нас на сегодняшний день в Татарстане. Это мира и согласия. Вот язык этот должен быть самым главным, а все остальные вещи, они должны решаться в диалоге спокойно, применительно и к тому, что позволяет нам и законодательство, общественное согласие. Это наиболее важная сейчас задача не только у нас здесь, но во всей нашей стране. Я думаю, что это пример Татарстана, как я часто говорю. Вы приезжайте из-за океана далекого и Ближнего Запада, приезжайте к нам в Татарстан. И у нас есть замечательная лаборатория. Лаборатория в Татарстане мира и согласия между конфессиями и между различными национальностями, что может являться добрым примером. Прислушайтесь к словам митрополита Феофана, уважаемые родители, особенно те, кто занимают непримиримую позицию, неважно с какой стороны. Перестаньте говорить на языке ненависти. Главным должен стать язык взаимоуважения и взаимопонимания.
Наша республика действительно всемирно известная лаборатория национального конфессионального мира и согласия. У нас проживает 173 национальности. Самая многочисленная нация – татары – 53%. Далее русские – 39 с лишним процентов. Чуваши – 3%. А также удмурты, украинцы, башкиры, азербайджанцы, узбеки, армяне и другие. Если взять любой город, район республики, везде в мире и согласии живут люди разных национальностей. Только пропорции отличаются. К примеру, возьмем Кайбицкий район Татарстана. Один из самых небольших районов республики. По площади занимает территорию чуть меньше 1000 квадратных километров. Здесь проживает всего около 15 тысяч человек. Из них татары составляют 67%, русские 26%, чуваши 5,3%. В Кайбицком районе работают 17 школ, которые находятся в русских, татарских и чувашских деревнях. Все школы Кайбицкого района, даже школы из русских деревень, где преподавание ведется на русском языке, выбрали 4-й вариант учебного плана. Родители учеников всех школ Кайбицкого района не отказались от татарского языка. Более того, посчитали его родным и обязательным для изучения. Подробности от Эльзиры Юзаевой. Незаурядный слух, удивительное воспроизведение народных мелизмов и ни малейшего намека на акцент. В это сложно поверить, но Дарья Стерякова выросла в исключительно русской деревне Ульянково Кайбицкого района, где по соседству жила всего одна татарская семья. Сегодня вспоминает тот день, когда ее выступление на международном конкурсе молодых исполнителей «Татар Мыңа» вызвало невольное смятение в зале. Спустя годы русская девушка Дарья все так же шокирует друзей и знакомых своим редким талантом, знанием татарского языка в совершенстве, которым она владела в обычной русской сельской школе. Любовь, она идет исключительно вот из детства, из школы. Я помню, как в 1 классе, даже в садике к нам приходила учительница. Она и сейчас работает в этой школе, в Ульянковской средней, сейчас уже основной школе. Это Света Фиковна Низамудинова. И она приходила из другой деревни обучать русских детей татарскому языку. И делала это настолько с душой, что мы принимали от нее вот это знание и с удовольствием учились этому языку. Кайбицкий район – это, наверное, один из самых интернациональных районов в Татарстане. Татары, русские, марийцы, чуваши здесь живут бок о бок испокон веков. Но самое активное заселение этой территории, этих западных рубежей, началось еще в XVI веке, когда именно сюда начали съезжаться люди из различных российских губерний, из Рязанской, Владимирской, Нижегородской областей. И для приезжих, и для коренных народов эта земля теперь является родным домом. Село Федоровское Кайбицкого района – исконно русское поселение. Больше половины жителей – это русские. Татар – 30%, 8% – это чуваши, марийцы и другие национальности. Но татарский язык в этом русском селе – это язык межнационального общения. Общение между различными нациями. По-чувашски это улма, как говорится, а по-татарски она алма, цветы, чечек-чечеклер. Вот они то же самое, они схожи с чувашским языком. Угу. И поэтому люди так уж принято в деревне понимать. Да, понимаю. Даже на улицах вот общаешься, идешь, если, например, идут татары, разговаривают по-татарски или там где-то. Это когда понимаешь татарский язык, это же очень хорошо. А вы сами понимаете? Частично. Вот это когда программа началась, именно ввели в школу татарский язык, это было при нас, мы уже были в 10 классе. И он тогда еще был на добровольной основе, и у нас, то есть, татарскоязычная группа оставалась, а мы шли домой. И нам тогда еще тоже хотелось, а почему вы нас не берете? Мы тогда такой вопрос задавали. Я с Ульяновской области. Да, приехала. Вы уже понимали, да, куда вы едете? Да, я вот замуж сюда вышла, приехала. Я вообще ни одного слова не знала по-татарски. Для меня очень это интересно все было. Даже вот у меня старший сын сейчас в КФУ учится. Он говорит, я вот, например, хочу изучать уже дальше. Мне, потому что ему как бы вот в школе работать. Он на преподавателя учится. И он говорит, я хочу татарский язык уже знать не только вот основу, а уже... Как-то больше, глубже, да. Эсинка? Мен Сереж Балай. Эсинка? Мен Уля
В этом русском селе Федоровское, как уверяют жители, нет ни одного человека, кто бы не захотел вас понять и хоть как-то не ответил по-татарски. В той или иной степени все местное население владеет татарским языком. Для кого-то он родной, для кого-то это язык соседей, друзей, знакомых. Да что ж говорить, язык сватов, свекрови, тещи, то есть родных и близких людей. Потому высказывать свое недовольство или же неодобрение в вопросе изучения второго государственного языка, это значит не уважать родных и близких. А в деревне к уважению, к этому, казалось бы, естественному способу взаимопонимания придают особое значение. Без знания языка, например, соседа, как к нему можно подойти? Дай хлебушка, дай соли, дай чего? Он скажет, а ты, малай, бельмим, что ли? Даже хлеб не можешь спросить. Как это так? Директор Федоровской школы в пример ставит бывшего председателя колхоза Евгения Тутаева. Он в Кайбицах был личностью знаменитой. В деревне Федоровская построил больницу, новое здание клуба, школы. Но большой авторитет у местного населения завоевал тем, что с людьми говорил на их родном языке. В колхоз памяти Ильича входили несколько татарских деревень, и русский председатель Евгений Тутаев мог и похвалить, и, когда надо, пожурить народ на татарском. Сегодня эта Федоровская школа носит имя своего знаменитого земляка, который является для всех жителей села примером для подражания. Да, я бы хотела, чтобы мои дети знали татарский, чтобы в их диапазон входил русский, иностранные языки и также татарский, потому что они будут жить, возможно, в Татарстане. Видишь вот эту реакцию людей, татар, когда ты отвечаешь на их родном языке? Да, конечно. Они, безусловно, рады, что их родной язык изучают и другие. Они начинают больше доверять тебе. Как бы ты входишь к ним в расположение. Минем өчен бу тел авыр түгел. Авыр түгел инде хәзер. Өйдә син әбиң белән нинди телдә сөйләшәсең? Әбием белән мин русча генә сөйләшәм, чөнки ул рус кызы. Евгения Моисеева призер многочисленных олимпиад по татарскому языку. Она не крещеная татарка, как известно, у крещенных татар русские имена, при этом татарский для них родной. Ни смешанной семьи у них в роду вообще нет ни одного татарина. При этом Евгения настолько хорошо знает язык, что в будущем мечтает ему обучать таких же, как и она, русских детей. Ты бы на что бы обратила внимание? Ну, больше, мне кажется, на устную часть, потому что больше же разговариваем, чтобы больше разговаривать, чтобы больше понимать. А вот чтобы не понимать и не отвечать по-татарски, а по-русски, а чтобы понимать и отвечать по-татарски. Изучать татарский язык или нет, такой вопрос в школе, по словам директора, вообще никогда не стоял. Все родители на собрании выбрали 4-й вариант учебного плана, где татарский язык является родным и обязательным для изучения. 151 ребенок и 126 семей. Каждый родитель пришел в школу, отозвался на наше собрание. Мы провели его по 3 группам, начальной, средней и старшей группы. И все в один сказали, изучение языка не прекращайте. Этот язык нужен нашим детям. Не нам, а нашим детям. Я как уважительно относилась к татарскому языку, так и продолжаю уважительно относиться. И я хочу, чтобы мои дети тоже говорили на татарском языке. Почему-то, не знаю, люди вот не понимают, что ли, что татары, они говорят на русском языке. Почему русские не могут также говорить свободно, переходить на татарский язык? Тем самым показывать свое уважение. Не знаю. По-моему, это просто... Ильзира Юзаева и Роман Безменов. 7 дней. К другим темам. В воскресенье, 19 ноября, во всех районах Татарстана прошли дополнительные выборы и референдумы по самообложению. Это первое боевое крещение для новой команды Центральной избирательной комиссии Татарстана под председательством Мидхата Шагиахметова. Выборы проводились по 14 одномандатным округам. А вот местные референдумы были организованы на территории 872 сельских и городских поселений. Референдум по самообложению – это уже не новшество для жителей республики. Впервые он был проведен еще в 2013 году. Что же такое самообложение, если очень просто? Давайте посмотрим на примере. Вот деревня, вот местные жители. Они обсуждают, что нужно для того, чтобы улучшить жизнь, какую насущную проблему нужно решить. Например, сделать дорогу или провести
освещение. То есть коллективно решают, на что и, главное, поскольку можно скинуться. Этот вопрос выносится на референдум. Кстати, на каждый вложенный жителями рубль республика добавляет сразу еще 4 рубля. На что еще хочется обратить ваше внимание? В этом году за ходом голосования на 70 избирательных участках наблюдали представители оппозиционных партий, а на сайте движения в защиту прав избирателей «Голос за честные выборы» были опубликованы десятки сообщений о якобы допущенных в ходе голосования нарушениях. У политтехнологов сейчас даже появился новый термин – делегитимизация выборов, то есть технологии, которые позволяют посеять у избирателей сомнения в прозрачности избирательной кампании и достоверности результатов. Похоже, именно эти технологии перед предстоящими президентскими выборами оппозиционные силы опробовали на референдуме в Татарстане. Но они одного не понимают. Программа самообложения позволяет сельчанам быстро и эффективно решать самые насущные проблемы у себя дома. Причем результаты общих усилий можно увидеть сразу. Сергей Темляков с подробностями. Даже тысячи не жалко. Референдумы по вопросу самообложения прошли в 852 сельских и 20 городских поселениях. От 100 рублей до 1370 готовы внести жители, чтобы решить насущную проблему, а значит изменить жизнь к лучшему. Раньше-то мы ходили в резиновых сапогах, а теперь вот в туфлях по асфальту шагаем. Мы видим большие перемены, и это не только дороги. А вот что делает программа самообложения. Так отвечает на наш вопрос Назиля Тимиргалеева из деревни Вахитово. Мы специально приехали в Кукмарский район, чтобы узнать, в чем секрет. Кукмар сегодня район-лидер. За 3 года жители по самообложению собрали 40 миллионов рублей. На каждый собранный рубль республика дала еще 4. Итого 200 миллионов. А что сделано? Вот у вас здесь показано, да? Да, вот в основном у нас, вот видно, вот по этой картине у нас вот дороги, вот сделаны, детские площадки. В Доме культуры глава поселения показывает нам стенды. Такая визуальная информация есть в каждой деревне в районе, чтобы жители наглядно видели, что сделано, а что еще предстоит. Ильгизар Курбанов отмечает, скоро обновление экспозиции, добавятся новые позиции и с гордостью сообщает об итогах прошедшего референдума. У нас в референдуме явка получается по поселению 74%, а это за проголосовали 92% из пришедших. На средства самообложения в деревне Вахитово уже открыли памятник. На всех улицах установлены светодиодные светильники. Здесь росли деревья. Сейчас на средства самообложения вот здесь построили у нас пруд, парк, вот около клуба видели. Алсу Габдулхакова показывает нам, как идет строительство набережной. На некоторых участках уже уложили брусчатку. В этом году жители деревни решили собрать по 500 рублей на завершение стройки. Даже мои родственники приезжают, они вот в шоке. Вообще, это не похоже на село, это как город у вас, говорят. Когда самообложение дает результат? На самом деле ответ простой. Эффект налицо, когда работают 2 фактора одновременно. Первый – то, о чем мы уже говорили. Люди должны видеть, куда и на что уходят деньги. Второй ключевой фактор – местные власти. И если работа организована грамотно, тогда и население активно, как в том же Кукмарском районе. Но есть и другие примеры. В селе Средние Тиганы, что в Алексеевском районе, у сельчан с местной властью отношения явно не сложились. Я 2 года подряд сдавала деньги на самообложение. Но факт то, что ничего за 2 года не изменилось. Эльза Курмаева отмечает, сдавали деньги, чтобы привели в порядок вот эту дорогу. Сегодня подморозило, а так без резиновых сапог не пройти. Дорога – головная боль для всех жителей этой улицы. Не ходим мы, ползаем вот по бокам, там по бокам, тут по бокам. Вообще практически, вы понимаете, пускай он меня ненавидит, но факт того, нельзя так относиться к людям, которые живут в его деревне. Собравшиеся на деревенский сход сельчане отмечают, дождь или снег, дорога превращается в кашу. Случись, не дай бог что, ведь ни пожарная, ни скорая не проедет. Был референдум в воскресенье. Я пришла туда, я говорю, так... А сам председатель сельсовета, его там нету. Я говорю, так вы, говорю, прежде чем референдум собрать, должны были собрание собрать всего села. И мы бы ему высказали, а потом референдум. Он бы сказал, да, я буду делать, мы бы деньги собрали. Конечно, мы против теперь. Какой напрашивается вывод? Люди рады программе самообложения, готовы сдавать деньги. Но пресловутый человеческий фактор никто отменить не может. Конкретно в деревне Средние Тиганы это жалоба на главу сельсовета.
Мы снова в Кукмарском районе. Глава Туимбашского сельского поселения показывает нам новую улицу в деревне. Это тот случай, когда в коня корм. То есть самообложение реально дает эффект. Здесь на селе очень бережно подходят к каждому жителю. Деревня расширяется, строятся новые дома. Мы идем по новой дороге, построенной по программе самообложения. Жители доверяют местной власти. И в этом году решили собрать рекордную сумму на собственные нужды. Biz endi 2018 yıl için o'zaro solimni 1100 so'mdan o'tkazib jiberdik. Барлык авыл халкы дагы инде бик актив катнашты. В нашем доме в этом году летом был сделан капитальный ремонт, и у нас поставили капитальные двери, и все это за счет самообложения граждан. А это уже город Кукмар. Любовь Романова показывает нам, как преобразился дом. Теперь осталось благоустроить дворовую площадку и сделать парковку. Жители решили скинуться по 300 рублей. Вот жители моего дома процентов 80 добросовестно отдали свои голоса за самообложение. Мы, да, согласны, что Кукмар должен процветать. Кукмар, благодаря в том числе программе самообложения, меняется на глазах. Обновили столбы освещения, тротуары, появилась и новая уличная мебель. По решению жителей внедрена программа «Безопасный город», установлены 56 видеокамер. Ремонт кладбища, ремонт ключей, детских площадок, все текущие вопросы, которые возникают в районе. И самый глобальный, из самых глобальных вопросов это гидранты. Смогли устанавливать пожарные гидранты. 100% охват мы можем даже уже сказать по всем деревням. Сергей Дмитриев отмечает, в районе наметилась тенденция. Там, где раньше скидывались по 300 рублей, теперь собирают по 500. Жители, которые собирали по 500 рублей, уже сдают 1000. Народ очень воспринимает. И, конечно же, мы стараемся сделать полный отчет вот в каждом сельском поселении, сколько денег собрали на население, куда они были потрачены, какой подрядчик, устанавливаем на тендер, через тендер какой подрядчик его выиграл, на какую сумму все сделано, и сколько это несет, скажем, гарантию, все прописывается, и население это видит, что эти деньги используются по назначению. На этой неделе ЦИК Татарстана подвел итоги. На 856 референдумах в 43 районах республики жители проголосовали за самообложение. На что еще можно обратить внимание? В этом году были активные наблюдатели от оппозиции. На сайте Движения в защиту прав избирателей они опубликовали 34 сообщения. Представители средств массовой информации «Молния», наблюдатели от партии «Парнас» и «Яблоко» периодически это выставляли в какие-то нарушения, на карту нарушений. Но это не нарушения, это предполагаемые по ним нарушения, вымышленные, может быть, даже. Потому что если бы были действительно нарушения, наверное, официальные обращения были бы избирательной комиссии. Секретарь Центральной избирательной комиссии отмечает, голосование на референдумах прошло спокойно, без существенных каких-либо нарушений. В течение дня в адрес ЦИКа было только одно устное обращение, и то, можно ли голосовать по водительскому удостоверению. А вот еще одна деталь. На татарстанский референдум обратил свой взор Алексей Навальный. А вот цитата из его статьи. «Явка на референдумах, организованных властью, зависит только и исключительно от наличия наблюдателей». Референдумы не состоялись в 5 районах, 14 поселениях, то есть это не зависело, находились там наблюдатели или не находились. Поскольку референдумы, вот анализируя, мы увидели, референдумы не состоялись даже там, где ни одного наблюдателя не было. Это форма оппозиционной деятельности, ведь сегодняшняя оппозиция неотделима от информационной среды. Как бы событие любое как бы не существует, если оно не обсуждается в сетях, по телевизору. Андрей Тузиков отмечает, если есть люди, которые позиционируют себя как оппозиция, это их содержание деятельности, критиковать действующую власть. Подорвать легитимность, самый удобный способ – это подвергнуть сомнению процедуру. Если процедура признается недостаточно законной, то и, соответственно, итог тоже можно подвергать сомнению. Это технология оранжевых революций. И в завершение. Глава Кукмарского района говорит, недавно были встречи с населением. О программе самообложения лишь положительные отзывы. И эту программу обязательно надо сохранить. Конечно же, спасибо нашему президенту, что он нашему руководству республики, что находит возможность выделения львиной доли средств к этой программе. Я лично сама очень за самообложение, потому что я всегда говорю, с миру по нитке голому рубаху, правильно?
Сергей Темляков, Андрей Мохов и Роман Безменов. 7 дней. Для бизнеса сейчас наступили не самые простые времена. С одной стороны, с высоких трибун мы часто слышим слова о поддержке предпринимательства, частного бизнеса. С другой стороны, реальность намного хуже. Кризис в экономике, санкции, снижение платежеспособного спроса населения, коррупция в органах власти сильно сдерживают развитие малого бизнеса. Нужны какие-то эффективные и где-то радикальные меры поддержки в налоговой сфере, в доступности кредитов, в снижении административного давления. Но по факту этих мер явно недостаточно. Как добиться того, чтобы власть услышала бизнес и какие проблемы для предпринимателей самые острые? Все эти вопросы мы адресовали нашему гостю. С президентом Торгово-промышленной палаты России Сергеем Катыриным пообщался Тимур Бекмурзин. Сергей Николаевич, добрый вечер. Добрый вечер. Разрешите для начала поздравить вас с юбилеем, с праздником. В этом году 100-летие Российской торгово-промышленной палаты. Спасибо большое. И 25-летие нашей татарстанской. Да. Это все-таки такие знаковые даты, согласитесь? Согласен. Очень знаковые даты, серьезные. Нет ли у вас ощущения, что в течение многих лет, даже, может быть, десятилетий, мы движемся по кругу или, может быть, на месте бежим? Ну, власть как-то то ли не слышит предпринимателей, то ли не хочет слышать. На самом деле, отчасти только соглашусь с вами, мы движемся по спирали. Многие из проблем, которые мы обсуждаем, мы их на следующем витке, на более высоком, я все-таки надеюсь, что эта спираль вверх нас ведет, мы их немножко по-другому, может быть, обсуждаем, но с проблемами часто сталкиваемся с теми же, которые мы уже когда-то проходили. Это правда, но все-таки у нас есть движение, и движение по всем направлениям. Конечно, нам кажется, что оно более медленное, чем могло бы быть. Нам кажется, что можно быстрее и принимать более, так сказать, такие реформаторские решения с точки зрения устранения административных барьеров и доступа к финансовым ресурсам. Все-таки достаточно большая стоимость денег. Да? Вот мы считаем, что сегодня при той инфляции, которую удалось добиться регулятору, практически она сегодня меньше 3%, конечно, 8 с лишним процентов ключевой ставки мы считаем чрезмерным. Можно было бы, конечно, и более... Тарифы, вечная проблема тоже. Да, тарифы, особенно тарифы естественных монополий. Да? Это тоже тема, которая периодически возникает, потом как-то она немножко там исчезает, в тени находится, а потом опять обостряется. Контрольно-надзорная деятельность, реформа, которая сейчас проходит. Мы о ней там периодически заговариваем, когда она чересчур, так сказать, начинает давить на бизнес. Начинается бурный разговор и дискуссия вокруг нее. Потом потихоньку какие-то решения принимаются, какой-то шаг мы делаем вперед, передвигаемся на следующий, так сказать, виток, и опять возвращаемся, что шаг-то это был хороший, но он был не очень большим, не очень широким. Нужно было, конечно, пошире шагать. Но сейчас достаточно серьезная реформа началась. Контрольно-надзорной деятельности, риск-ориентированный подход, вы знаете, это уже, конечно, более серьезный подход, и законодательство сейчас готовится, соответствующий законопроект есть. Но мы надеемся, что этот шаг будет, конечно, более широким и более серьезно уменьшит нагрузку на бизнес. Не налоговые платежи, о которых мы говорили, и президент нас в этом поддержал, председатель правительства поддержал, что это действительно серьезная нагрузка, иногда для некоторых компаний сопоставимая с налоговой нагрузкой по объему средств, которые они вынуждены платить, особенно на всякие экологические сборы, за утилизацию отходов и многое другое. Поэтому тема, действительно, вы правы, что есть по кругу ощущение, что мы идем, но все-таки мы движемся вперед. И даже что называется, не самые большие любители России, Всемирный банк, Doing Business, да, они объективно, я надеюсь, оценивают. Вы уже видите, что мы за 5 лет на 100 с лишним позиций прошли. Мы были 120-е, а сегодня сейчас вышли итоги, мы уже 35-е. Сергей Николаевич, а чтобы быть еще более эффективными, может быть, предпринимателям стоит более активно идти во власть, хотя бы в законодательную? Вот мы сейчас видим президентской кампании, как разворачивается, кого только, из каких только сфер деятельности не возникает кандидаты. Мало, по-моему, бизнесменов, предпринимателей. Тут, понимаете, надо решить для себя. Что для тебя главное? Если ты готов отдать бизнес, потому что заниматься и тем, и другим, и это часто подталкивает к тому, чтобы находясь во власти, ты какие-то усилия предпринимал, чтобы поддержать свой собственный бизнес. Не всегда, может, даже это, так сказать, осознанно, но подсознательно ты же помнишь о том, что у тебя есть бизнес и так далее.
Но это, во-первых. Во-вторых, серьезный бизнес, конечно, не терпит совмещения. Это надо настоящему бизнесмену, он занимается этим круглые сутки. А особенно малым предпринимателям, так сказать, средним компаниям. Особенно в малых предприятиях, вы понимаете, руководитель и владелец предприятия жнец на дуде и грец. Он там все, он и юрист, он и, так сказать, там добытчик, он и с заказчиком работает, он все. И, конечно, голова болит круглый день, круглые сутки о своем бизнесе. Трудно достаточно совмещать. Конечно, для этого надо решиться. Если ты решил, что ты созрел для того, чтобы сделать что-то полезное с точки зрения законодательства, с точки зрения работы во власти, неважно какой, муниципальной, региональной, там, республиканской, городской, ну тогда, конечно, надо оставить тогда бизнес и заниматься властью. А лоббировать свои интересы можно ведь и посредством вот таких организаций, как Торгово-промышленная палата, например. В первую очередь, мы для того и созданы, чтобы отражать. Это же на знаменах всех палат по всему миру, а они существуют 400 с лишним лет. Первая палата была в Марселе создана в 1599 году. А вот самый старый институт среди объединений предпринимателей в мире. И на всех знаменах у всех палат, каким бы там они с обязательным членством, с добровольным, как у нас там, с промежуточным, есть там всякие вариации сейчас. У всех на знаменах написано «Защита и представление интересов бизнеса». А как его можно защищать? Ну, конечно, прежде всего, работая с своим собственным законодательством, работая с зарубежными партнерами, с органами власти. А как по-другому защищать и представлять его интересы? Естественно. Поэтому это естественный лоббист. И в хорошем смысле оппонент власти всегда. Спасибо большое, Сергей Николаевич. Еще раз вас с юбилеем. С Спасибо вам. Спасибо большое. До новых встреч. Спасибо. Мы продолжим нашу программу через пару минут. Смотрите после рекламы. Ценность того, что Лебяжьи озера в Казани снова появились, она конечно, гигантская. Лебяжье – грандиозный проект возрождения озер в Казани. Подробности. В понедельник Рустам Минниханов находился с рабочей поездкой во Вьетнаме. Президент обсудил различные формы сотрудничества с руководством города Хошимин. Провел встречу с заместителем генерального директора Торгово-промышленной палаты и вновь назначенным послом Вьетнама в России. Позже Рустам Минниханов принял участие в бизнес-форуме «Вьетнам-Татарстан». А во вторник Рустам Минниханов находился с рабочей поездкой в Малайзии. Президент принял участие в работе 13-го Всемирного исламского экономического форума в городе Кучунге. В среду в Доме правительства премьер-министр Татарстана Алексей Песошин наградил лауреатов и дипломантов 13-го открытого республиканского конкурса на соискание премии правительства Татарстана за качество по итогам 2017 года. В результате комплексной работы для участия в конкурсе были отобраны 69 организаций. По итогам конкурса 10 организаций были удостоены звания лауреата в номинации «Деловое совершенство и производственные системы». План работ по возрождению древнего города Болгар и острова Градо-Свияжск на 2018 год обсудили в пятницу в Казанском Кремле. Совещание провел государственный советник Татарстана Минтимер Шаймеев. В пятницу исполнилось 26 лет со дня образования Тюльчинского района. В торжествах приняли участие президент Рустам Минниханов и полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. В Тюльчах они открыли новый Ледовый дворец. Позже Рустам Минниханов и Михаил Бабич приняли участие в третьем форуме православной общественности. Первый такой съезд прошел в 2014 году. К событию приурочили презентацию памятной книги о развитии православия в Татарстане за последние 2 года. Главным документом форума традиционно стала резолюция, определяющая траекторию развития православия в регионе. Мы продолжаем программу «7 дней». Одна из острых тем в СМИ, которая обсуждалась совсем недавно – трагедия в Ижевске, что унесла жизни 6 человек, в том числе 2 детей. Обсуждается больше не трагедия, а тот факт, что подозреваемый 27-летний гражданин может избежать ответственности. По предварительным данным, он психически больной человек. И если этот факт подтвердится, то ему грозит всего лишь принудительное лечение в психиатрической клинике. Кстати, в Татарстане более 200 человек по решению судов различных инстанций отправились не за решетку, а на принудительное лечение. Все они были признаны невменяемыми, фактически психически больными людьми. Вспомним несколько из самых громких преступлений в республике, совершенных подобными больными. В октябре этого года 40-летний житель Аксубаевского района убил и съел своего знакомого.
Еще один случай произошел сравнительно недавно, когда житель Казани, состоящий на учете у психиатра, нанес своей соседке 532 удара ножом. 2 года назад главу оборонного завода в Казани пытался убить психически больной сотрудник предприятия. Самое печальное, визит к психиатру до сих пор у нас считается чем-то постыдным. Не дай бог узнают, что в дурку ходил. А про домашнего психолога и говорить не стоит. Хотя, согласитесь, у каждого из нас в жизни бывают трудные моменты. И каждый, увы, переживает их как может, часто во вред себе и окружающим. Лучший психотерапевт у нас по-прежнему водка. Наш коллега Светлана Спирина задалась вопросом, почему психическое здоровье для нас вторично и чем это опасно. Осень – это время, которое завершает годовой цикл. В это время, как правило, подводим итоги собственной жизни. Чего удалось достичь, какие мечты сбылись и каким планам не суждено было сбыться. Все это вкупе с мрачной погодой и бесконечными дождями, возможно, и провоцирует то самое состояние, которое мы называем осенней хандрой или осенней депрессией. Впрочем, сегодня врачи говорят о наступлении Великой депрессии, которая грядет буквально через 2 года. По данным Всемирной организации здравоохранения, к 2020 году психические расстройства войдут в мировую 5 болезней лидеров. И дело здесь не во времени года, а во времени, в котором мы сейчас живем. У меня было достаточно сложное детство. Мой папа погиб, когда мне было 5 лет. Затем у меня мама вышла 1 раз замуж за отчима. Был очень такой человек жестокий, но мама этих вещей не замечала, не видела то, что он со мной делает. Он поднимал на вас руку? Нет, это было насилие. Понимание, что душевные проблемы с детства ломают жизнь, становится препятствием на пути к счастью, пришло к Ольге не сразу. Проблемы обострились после рождения 2 детей. Свет в конце туннеля появился после встречи с психологом. Невротические расстройства и депрессии приобрели статус массовых. Они уже заняли почетное 2-е место после сердечно-сосудистых заболеваний. Депрессию называют раком 21 века, и уже всерьез рассматривается возможность использования антидепрессантов в качестве пищевых добавок. Главными причинами психических расстройств и психологических проблем называют нестабильную социально-экономическую ситуацию и сложные семейные отношения. Исследования показывают, что тоскливость более свойственна людям в возрасте от 18 до 25 лет, а вот наиболее устойчивый к депрессии возраст от 50 до 64. Понять, что ты заблудился, потерялся в этой жизни, что ломается твоя судьба и судьбы твоих близких. Понять, что ты болен. Понять и принять. Психологи считают, что это показатель не слабости характера, а наоборот его силы. Но вот только большинству сделать первый шаг к выздоровлению становится очень страшно. И дело здесь вновь во времени, но уже в прошлом. Психиатрические клиники как инструмент в политической борьбе массовый характер приобрели в СССР в 30-50-х годах прошлого века. В 60-х в психушках оказались сотни тысяч не больных, а не согласных. Все психиатрическое сообщество всегда обсуждает то, что нас боятся, то, что к нам не хотят идти. Тот же самый Леонид Гайдай в любимой народной комедии показал истинное лицо советских психиатрических клиник. В общем, он ведет себя так, как предупреждал нас товарищ Сахов. Да-да, он мне тоже звонил. Фильм вышел на экраны в 60-х, и трагические приключения Шурика в целом по стране вызвали смех. Опросили определенную группу населения, когда сказали, человек имеет психиатрический диагноз. Сможет ли он работать руководителем? Может ли он быть избран в Думу? От 68 до 84% населения сразу ответило, что не может. Никто не спросил, а какой диагноз у этого пациента? По официальной статистике 40% жителей России склонны к психическим расстройствам, которые без профессиональной помощи могут перерасти в серьезное заболевание. И вот только 30% потенциальных больных побывали на приеме у врача. Наши коллеги из Москвы в течение 3 лет провели такое исследование. В поликлиниках соматических, то есть в первичной медико-санитарной помощи, они сажали врача-психиатра, и он каждодневно смотрел, а какое же количество больных приходит к терапевту, к врачу общей практики, к неврологу, к офтальмологу, но уже имеют симптомы психического расстройства. И, как ни страшно, эта цифра стала за 3 года, это 42%. Сегодня решается вопрос о том, чтобы разрешить врачам первичного звена назначать самим лечение, если это, конечно, не тяжелый случай. Не все люди готовы обращаться в государственную систему
И главное препятствие для них, как они нам это объясняют, это то, что стигматизация происходит, постановка на учет и различные дальнейшие сложности в жизни, которые возникают у человека, который просто даже обратился за какой-то консультативной помощью. Процедура постановки на учет в последние годы изменилась и стала более лояльной, но все больше больных идут в коммерческие клиники. Одна из причин такого выбора – анонимность за деньги. К сожалению, наше население готово махнуть рукой на свою жизнь, на свое психическое состояние, но лишь бы не обращаться к врачам. Существует как рейтинг депрессивных районов в России, так и рейтинг депрессивных профессий. В США по страдающим печалью в лидерах няни, сиделки и официанты. В Англии депрессивными ученые признали профессии адвоката, страхового агента и бухгалтера. В России, по неофициальным данным, депрессии подвержены учителя, врачи и продавцы. В последние годы статистику пополняют бизнесмены. Общее в этих рейтингах одно – все профессии предполагают постоянное общение с большим количеством людей. Психолог с опытом работы 12 лет Алена Захарова подчеркивает, частных психологов сегодня в Казани сотни, и они становятся все более и более востребованными. Если раньше еще в военные годы, послевоенные задача была просто выжить, и на это уходила вся энергия, то сейчас они пытаются понять, а как я живу. Какое качество у меня жизни. Немножко поменялось, ну пусть будет, может быть, не менталитет, да, но вот некая атмосфера поменялась. Итак, женщина чаще всего приходит на прием к психологу с проблемами семейными. Не складывается с мужем, с ребенком, эмоциональная усталость. Мужчину же волнует работа. Это проблема номер один. Для него важно, куда идти дальше, как продолжить развитие и почему я мало зарабатываю. Если человек в остром кризисе, ему нужно обратиться к психотерапевту прежде всего, чтобы вылечить, скажем так, душу. Вот ситуация закончилась, и теперь нужно жить дальше. Нужно посмотреть, что же мне делать дальше. Вот тут вступает коуч. И мы раскрываем человеку видение, мотивируем его и поддерживаем. Коуч – профессия уже не новая, но по-настоящему востребованной тоже становится сегодня. Самые частые клиенты – руководители бизнес-компаний и офисные работники. И вновь работать, а точнее менять, приходится советские установки, такие как «мечтать не вредно», «что тебе больше всего надо», «много хочешь, мало получишь». Но в Советском Союзе не нужно было личность свою раскрывать. Что такое психология? Мы обращаемся к себе, мы обращаемся внутрь себя и понимаем, кто мы есть, чего мы хотим от жизни. Депрессия – одно из самых частых психических расстройств. Отсутствие интереса к жизни, ощущение безысходности и полного одиночества. И это не простуда, что пройдет за 3-5 дней. В запущенных случаях она может потребовать лечения у психиатра до 9 месяцев с использованием антидепрессантов. И здесь дело снова во времени. На ранних стадиях излечиваются до 90% больных. Светлана Спирина, Андрей Мохов, 7 дней. Чтобы быть здоровым, врачи советуют почаще гулять на свежем воздухе. Но где это сделать в современном мегаполисе, который запирает горожан в каменном мешке? 1 миллион с лишним жителей Казани скоро получат подарок от крупнейшего предприятия группы компаний «Таиф» – публичного акционерного общества «Казаньоргсинтез». Озеро Лебяжье, любимое место отдыха всех казанцев, будет воссоздано в первоначальном виде. На настоящий момент закончен первый этап проекта. Выполнены работы по восстановлению озер Большое и Светлое Лебяжье. Это те самые озера, о существовании которых мы с вами уже подзабыли, поскольку они практически высохли. И что же мы увидим в скором будущем? Об этом Михаил Любимов. Перефразируя известную героиню советского кинофильма, наверное, можно сказать, что на озере Лебяжьем хоть раз в жизни отдохнул каждый советский человек. Во всяком случае, житель Казани-то точно. Но и для многих жителей столицы и республики в этом году стало новостью в том, что у слова «лебяжье» оказывается есть и множественное число. Что есть не только малое лебяжье, которое видно с дороги, есть большое лебяжье, светлое лебяжье, сухое лебяжье. И слава богу, что мы сейчас начинаем возвращать эти наши долги природе, поскольку высохли все эти озера когда-то именно по причине нашей жизнедеятельности. Возможно, кому-то могло показаться, что все это достаточно просто. Казалось бы, вырой ямку и просто добавь воды. Но в том-то и дело, что это очень непросто. Настолько непросто, что изначально даже сложно верилось в этот проект. Всякие мнения были. Не надо копать, давай заполним только водой. Может быть, кто-то подумал, что тут сумма приличная, 250 миллионов. Но в последний момент президент принял решение.
Я не мог отказаться. Мы не готовы были на строительство. Мы боялись. Задача, конечно, очень амбициозная. Но на самом деле я своему начальству сразу сказала, что давайте попробуем. Ну, интересно. Видимо, амбиций у меня немало оказалось. То есть проект на самом деле очень интересный и очень знаковый для Казани. О нем всегда говорили все старшее поколение об этом озере. И когда мы увидели печальную картину, приехав сюда, сухое озеро, ни грамма воды, мы на самом деле ничего не осушали, хотя весь год об этом народ говорил, что мы что-то осушили. Здесь не было воды. Уникальность Лебяжьих озер, а значит и вся сложность возрождения всей этой территории, состояла в первую очередь в том, что озера эти расположены на несколько десятков метров выше всяких подземных вод. Сколько ни копай, не добраться, подпитки не будет. Вся подпитка, которая была, талые дождевые стоки, которые, по сути, были отрезаны давным-давно дорожной инфраструктурой. И просто заливать водой эти озера было равносильно тому, чтобы лить воду в песчаный дуршлаг, на котором они стоят. Выбрали самый сложный, но и единственно верный вариант – углубить дно озер до 3,5-4 метров, уложить на дно так называемый противофильтрационный экран. Это был титанический труд. Конечно, объект сделан даже не благодаря, а вопреки, потому что погодные условия, которые были в этом году, они очень сильно тормозили ход работ, проливные дожди, но тем не менее мы в 2 смены, порою не прерываясь круглосуточно, продолжали работу и вот завершили этот объект. Это материал, который с 2 сторон имеет нетканое полотно, а в середине находится слой бентонитовой глины. Условия работы этой глины, то есть это специально обработанная глина, условия работы этой глины таковы, что вот этот вот слой небольшой, тоненький, заменяет, если бы мы укладывали обычную глину с вами в качестве глиняного замка, как раньше использовалось, да, во многих водоемах, но и сейчас пытаются использовать, то вот этот слой нам бы заменил 90 сантиметров глины. Сложность была, главное, при укладке в том, что очень большая площадь. Не повредить, не нарушить, не порвать. Пришлось также практически заново сооружать и новую подпитку озер от находящегося тут неподалеку озера Изумрудного. Незаполненным из 4 осталось одно – сухое Лебяжье. Решение экологов. После долгих лет обезвоживания там уже сформировалась своя растительная экосистема. Воды теперь и без того достаточно. Водная гладь Лебяжьих озер увеличилась с 8 до 30 с лишним гектаров. Это очень приятно. Я думаю, что передать словами это трудно. То есть вот, ощущения, периодически в прессе появляются съемки этого озера. И с первых же дней, как оно начало наполняться, прям вот крылья за спиной вырастают от радости, глядя на это удовольствие. Ну, правда, очень приятно. У меня есть абсолютное внутреннее ощущение, что это один из самых главных проектов за последние 3 года, и еще его предстоит, собственно, благоустройством заняться на будущий год. Но мне кажется, что ценность того, что Лебяжьи озера в Казани снова появились, она конечно, гигантская. Ее сложно просто переоценить. Очень надеемся на то, что ТАИФ и Оргсинтез продолжат нас поддерживать. Группа компаний ТАИФ в лице нашего главного акционера и в лице нашего государства, тоже как акционеры Казань-Оргсинтеза, приняли решение о том, что это озеро необходимо. Здесь сейчас уже основа есть для того, чтобы можно было в дальнейшем думать и решать, что можно, как можно все украсить. И как, я думаю, что там будет интересно, достаточно хорошо. Озеро, главное будет озеро.
оживить всю эту территорию. Теперь, когда позади первый этап возрождения, эта задача уже не только для строителей и экологов, но и для архитекторов. Следующей весной стартует новый этап – воплощение в жизнь концепции развития всей системы озер и примыкающего к ним лесопарка. То, что вы сейчас видите на экране, пока лишь наброски к будущему портрету, но и они удивляют немало. Мы понимаем, что нам сейчас нужно еще на этом этапе спросить жителей, выяснить их пожелания обязательно, понять, может, обязательно, наверное, поменяется после разговора с жителями какие-то зоны. Но мы понимаем, что у нас есть и пляжи уже сформировавшиеся, что у нас озеро Малое Лебяжье, это популярная зона отдыха воды. И теперь вот озеро Большое Лебяжье тоже станет зоной активной с пляжами и зонами, где можно кататься на лодках и гулять по берегу. Лодочные станции, пляжи, зоны отдыха у воды, пешеходные маршруты, даже верхние пешеходные маршруты – это что-то совсем новенькое, где-то совсем высоко у крон деревьев. Смотровые площадки с большим обзором сверху, или скорее даже еще выше. Бесчисленные арт-объекты, детские и спортивные площадки, беседки, кафе, навесы, киоски по продаже еды, зоны для пикников и многое-многое другое. И все это будет в том или ином виде, но будет. Будет в лучшем даже виде. Это безусловно. Это не просто кусочек леса, это не просто озера. Важнейшее значение озера Лебяжьи имеют для природно-экологического каркаса Казани. То есть это такая большая часть наших легких. Спасибо еще раз Рустему Нургалиевичу Миннихану. Президентом было принято решение о экореабилитации. И отдельной слава благодарности группе компаний «Таиф», «Казаньоргсинтез», которая выступила основным и главным спонсором экореабилитации. На сегодняшний день мы провели масштабную реконструкцию, наверное, не имеющую аналогов в Российской Федерации. То, что сделано, поражает воображение. Я говорил уже об этом даже в самых красивых картинках, эскизных проектах, которые нам показывали, что должно быть. В жизни получилось гораздо интереснее и гораздо красивее. То есть природа, она все-таки рисует намного красивее, чем сам компьютер. Михаил Любимов и Андрей Мохов. 7 дней. По весне, Алла Берса, будем на лодочках по Лебяжьему кататься, как в старые добрые времена нашего пионерского детства. На этом у нас все. Берга булык, бердам булык, кышлы булык. Будем вместе, будем сильнее. Встретимся через неделю на канале ТНВ. До свидания. Здравствуйте! Поговорим о погоде на предстоящую неделю. В студии Лейла Латыпова. В ближайшие 7 дней в Татарстане подморозят. Особенно это будет заметно в ночные часы. Конечно же, не обойдется без снега, ведь дело близится к зиме. Жители северо-востока Татарстана ожидает пасмурная и снежная погода. В начале недели ночные температуры около 6 градусов выше нуля, а днем до -3. К выходным похолодает, ночью до 9, а днем до 6 градусов. На юго-востоке республики всю неделю будет пасмурно, выпадет снег. Ночью температуры -4, -6, а днем около 5 мороза. В центральных районах также без осадков не обойдется. Местами пройдет сильный снег. В начале недели в ночное время до 3 градусов ниже нуля, а днем до 2 мороза. К выходным температуры понизятся. Ночью до 7, а днем до -5. На юго-западе также пасмурный и снежный циклон. Ночные температуры -4, -6, средняя дневная температура около 4 градусов ниже нуля. На северо-западе и в Казани синоптики обещают облачную погоду. Выпадет снег. В понедельник и во вторник около 3 мороза. К пятнице ночью до -7, а днем -4. В выходные также выпадет снег и около 5 градусов ниже нуля. Одевайтесь теплее и берегите себя. До свидания.